Первый вопрос повестки еженедельного совещания под руководством Владимира Сластенина — проведение в Ингушетии осеннего призыва и отбор граждан на военную службу по контракту. По словам заместителя военного комиссара республики, на сегодняшний день в ряды вооруженных сил России из нашего региона в эту призывную кампанию отправлено 347 человек. Задание на август для республики на светлогоночном графике составляло 73 человека. Направлено за август месяц 46 человек. Озвучу процент. Центральный район выполнено задание 57,6%. Город Малгобек и Малгобекский район 73,7%. И Сумский район 61,9%. В лучшую сторону отмечается Магаз, выполнен план 100%, Карабулак 100% и, соответственно, Жайгарский район. Говорят сегодня и о ходе заключения госконтрактов по объектам и мероприятиям национальных проектов. На совещании отмечают, что в Ингушетии 5 национальных проектов вошли в зеленую зону по кассовому исполнению. В этом году регион принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 национальных. Республика находится по 5 национальным проектам по кассовому исполнению в зеленой зоне. Это демография с кассой 61,9%. Образование 60,3% кассы, экология 89,1%, безопасные и качественные автомобильные дороги 73,8% и международная кооперация, кассовое исполнение по республике 100%. Вот такая ситуация, если коротко сказать, по освоению средств и заключению контрактов. Еще один вопрос на обсуждение – подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Согласно плану, отопительный сезон в Ингушетии стартует традиционно 15 октября. В Ингушетии тепло дадут в 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые в общей сложности отапливают 54 многоквартирных дома и 7 социальных объектов. Региональный план по подготовке к ОЗП в период 24-25 утвержден 26 июля текущего года с указанием видов работ с адресной привязкой и срока выполнения ответственных должностных лиц, которые ответственны по подготовке отопительного периода, в том числе и по линии МРСК, Газпром и Госжилинспекции. Все муниципальные котельные у нас работают на природном газе. Поставка газа осуществляется посредством магистрального газопровода. В случае возникновения аварийных ситуаций теплоснабжающие организации заключены договора с автозаправочными станциями как резервные. Затронули на совещании и работу с органами местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Так, по словам Марии Аздоевой, на сегодняшний день в регионе выявлено более 50 тысяч объектов без сведений об их правообладателях. На сегодняшний день выполнено в отношении 35 872 объекта, что составляет 101%. Из них снято с учета 17 288, внесено отметок о правообладателях ЕГР в отношении 566 объектов и осуществлена регистрация ранее возникшего права за физическими лицами по их заявлениям в отношении 2559 объектов. Подводя итоги заседания, председатель правительства Владимир Сластенин отметил, что это последнее еженедельное совещание, которое проходит в таком составе. Он поблагодарил всех участников совещания за работу, которую проделали на протяжении нескольких лет. Я считаю, что работали неплохо. Самое главное, что мы всегда видели и чувствовали настроение чаяния людей. И все наши помыслы и дела были направлены на улучшение жизни людей. И за эти 5 лет, вы знаете, явно видно, что и психология у народа изменилась, и психология наших работников изменилась. Когда все время во всех грехах обвиняли администрацию, главу и правительство, во всех грехах. Значит, сейчас все-таки разобрали, что мы работаем, что власть на местах есть, что воду дали. Вот больше всех меня порадовал министр ЖКХ на прошлом совещании. Вопросов по воде нет. Главам огромное спасибо, конечно. Вот ту работу, которую мы делали, особенно по призыву, особенно по контрактникам, это же настолько сложная работа, настолько тонкая, человеческая, душевная. Поэтому я всем говорю спасибо большое. Тамара Хашагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.